Добрый день, Михаил Ефимович, Александр Павлович, участники сегодняшнего совещания. Коротко хотели бы обменяться мнениями по посещениям улусов на слегов республики по заданию первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева. В прошлом 2021 году мы посетили ряд улусов и наслега в этих улусах. Я лично посетил ряд наслегов Хангаласского улуса, Алекминский улус, Ленский улус, посетили Чурапчу вместе с делегацией Хангаласского улуса. И также с Сергеем Валентиновичем мы посетили Вилюйский и Верхневилюйский улусы. И хочется сразу отметить, что большую роль в развитии сельских территорий играет выполнение такой программы, как соцконтракт. Потому что во многих наслегах мы общались с людьми, получателями социального контракта. Действительно, те, кто получает социальный контракт, они получают определенный шанс, определенный лифт наверх. И эти суммы, вроде бы совершенно небольшие суммы, там 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, они помогают людям почувствовать уверенность в собственных силах и открыть свой личный бизнес. Также хотелось бы отметить роль министерства и администрации улусов и наслегов в организации конкурса «Агростартап». В прошлом году, в 2021 году, из первого мальжигарского наслега Хангаласского улуса, это село Булгуньяхтах, участвовало 5 семей, которые со своими бизнес-планами, документами приняли участие в этом конкурсе. Конечно, не все выиграли, но то, что эти семьи принимали активное участие в конкурсе, помогло им рассчитать основы своего бизнеса, понять свои возможности и серьезнее заняться сельским хозяйством. И очень хорошо, что, как сказал Николай Афанасьев, заместитель министра сельского хозяйства, в этом году прием заявок на агростартап начнется раньше. Также в планах на этот год по заданию Михаила Ефимовича Николаева мы планируем также продолжить посещение улусов и наслегов для ознакомления с ситуацией на местах. И далее. Ровно год назад мы, Общественная палата Республики Саха-Якутия и Высший совет старейшин, провели общественное обсуждение статьи Михаила Ефимовича Николаева о пространственном развитии и территориальном управлении в контексте народосбережения в Республике Саха-Якутия. И тогда мы выслушали информацию ученых о ситуации в сельской местности. И, конечно, больше всего поразило то, что если в 1939 году в республике было 10 400 населенных пунктов, и проживающие в этих населенных пунктах контролировали или осваивали 85% территории нашей республики, то сейчас осталось 400 населенных пунктов. И по оценкам ученых, население республики фактически осваивает всего лишь 15% территории нашей республики. Это огромные потери населения. И то, что население у нас скучно в крупных поселках, оно не позволяет ему активно заниматься сельским хозяйством. Такой вывод ученых. И что касается демографии, в прошлом году демографы высказали такую печальную цифру, что 46% детей, рождающихся в сельской местности, они рождаются вне семьи, в неполных семьях. То есть это говорит о возможных проблемах для нашего народа в будущем, когда эти дети будут вырастать.
Вот, и хотел бы немного коротко остановиться на ситуации в мире. Как вы знаете, коронавирусная инфекция, пандемия продолжается, и сейчас в мире продолжаются большие проблемы с логистикой. Как вы знаете, в прошлом году крупный контейнеровоз, он сел на мель в Суэцком канале, и вот один пароход заблокировал мировую торговлю на 3 недели. Также было несколько вспышек коронавируса в китайских провинциях, которые по месяцу и на 1,5 останавливали всю внешнюю торговлю в этих провинциях. Из-за этого стоимость перевозки контейнерами выросла в 6 раз в мире. Вот, и время доставки контейнеров выросло в 5-6 раз, и сейчас нет четкой стабильности работы логистических компаний. То же самое мы наблюдаем и на границе между Россией и Китаем. Все время из-за коронавирусных ограничений торговля с Китаем приостанавливается. Но это имеет и положительную сторону. Как вы знаете, сейчас на рынке у нас отсутствуют овощи и продукты из Китая, что позволяет нашим производителям занимать их экономическую, экологическую нишу. Вот, поэтому тема сегодняшнего совещания очень актуальна. В любом случае, развитие семейной экономики, помощь нашим семьям, проживающим в сельской местности, является крайне необходимой. Вот. И также я хотел бы внести предложение, Александр Павлович, когда вот эта волна коронавирусной инфекции спадет, в перерыве до следующей волны, может быть, есть смысл нашим представителям улусов, представителям сельхозпредприятий изучить мировой опыт. Вот предлагаю для изучения такую же северную страну, как Финляндия. Вот, потому что раньше были очень хорошие связи по линии Северного форума и так далее. Вот, и там в Финляндии развито хуторное население, вот, развито фермерское хозяйство, что может послужить примером для наших сельскохозяйственных улусов и наследников для их развития. Спасибо за внимание. Да, спасибо, Николай Андреевич. Теперь слово тоже предоставляется старшему референту государственного советника Попову Сергею Валентиновичу. Добрый день, коллеги, Урай Михаил Ефимович, Александр Павлович, спасибо большое. Меня слышно, да? Ну, как озвучил мой коллега, мы в прошлом году, ну и до этого, по поручению Михаила Ефимовича Николаева ездили в наши улусы, практически все центральные улусы лично поехали, встретились с людьми, и как принято у нашего первого президента, очень дотошно, общаясь непосредственно с людьми, посещая семьи, проводя много часов в личном общении, очень дотошно спрашивали, выясняли, как живут люди, чем они как работают, как в наше трудное время обеспечивают свои семьи. И Михаил Ефимович Николаев в этом отношении очень хорошо информирован. Поэтому, уважаемые коллеги, конечно, хотел бы заострить на несколько моментов. Да. Во-первых, конечно, идет некое расслоение наших, мы все это соглашаемся, что уровень знаний и образования чиновников и руководителей даже на местах, руководителей глав улусов, глав наследников очень разный. Мы все это знаем. Поэтому люди на местах, которым адресована вот эта социальная помощь, социальные контракты, наши там субсидии и так далее, они в некоторой степени остаются в каком-то информационном вакууме. Потому что когда вот с личными подсобными хозяйствами человек начинаешь общаться,
они очень мало представления имеют не только вот о наших республиканских улусных программах, да, но не говоря о федеральных каких-то программах. Конечно, вот из уст Министерства экономики очень хорошо слышать, что есть какие-то программы работают, некоторые семьи очень вовлечены в это дело, они даже вот заранее готовят документы, участвуют в каких-то конкурсах и так далее, но, к сожалению, к большому сожалению, очень много семей в деревнях, в наших наслегах остаются не то, что вот, конечно, они охватываются как можно шире, да, но с другой стороны очень мало представления имеют о том, что вообще происходит по республике, да, потому что я не хочу сказать, что информационная работа слабая, но обратного как бы эффекта нету, да, вот. Не буду говорить лично, с кем я разговаривал. Вот в один Вилюйском наслеге я разговаривал со специалистом наслега, который говорил, что все вот эти наши Меркурии, все вот программы, которые у нас есть, говорит, мы очень много времени сейчас проводим, заполняя электронные какие-то документы, требования, да. И вот когда начинают спрашивать, а вот эти документы, вот эти, то, что вы заполняете, цифры и так далее, вы пользуете у себя на работе, да, вот в работе со своими людьми, да, со своим населением, они говорят, ну, к сожалению, это идет в одностороннем порядке, только мы заполняем и данные отправляем, а обратного эффекта мы не получаем, что мы не пользуемся теми материалами, которые мы отправляем. И когда ты начинаешь даже на уровне главы наслега спрашивать, задавать какие-то вопросы о таких моментах, как, ну, действительно касающихся наслега. Вы все прекрасно знаете стиль работы Михаила Ефимовича, он очень дотошно во всех аспектах, не в отраслевом порядке, а вообще в житейском порядке дотошно спрашивает. И когда начинаешь общаться с главой наслега о образовании, культуре, там, демографии и так далее, в сельском хозяйстве даже, вот сколько там у тебя посевных площадей и так далее, глава начинает плыть. Ну, вот хотелось бы нашим, несмотря на то, что вот идет отчет правительства, вы приняли участие, спасибо большое, но хотелось бы более тесно взаимодействовать, какой-то создать, не знаю, единый какой-то формат, ну, неформального общения, чтобы наши люди на местах, на самых низовом уровне могли не только вот слышать, что делается, да, а непосредственно как-то влиять, принимать участие и так далее. И, конечно, в дальнейшем мы будем тоже следить за ситуацией. И спасибо вам большое, все министерства нам очень помогают. И хотелось бы, когда будем выезжать, чтобы мы будем ставить вас в известность, чтобы ваши специалисты тоже принимали участие в нашей работе. У меня все. Спасибо большое. Спасибо, Сергей Валентинович. Вот как раз-таки наш больной вопрос затронули. Это действительно имеется. Вот, допустим, на местах некоторые информацию, ну, я имею в виду по нашей линии, может быть, да, вот, не получают. Действительно так. Мы же проводим разные отборы, конкурсы, доводим вот эти информации, ну, сайтов, вот это все есть, доводим до районов, до управления сельского хозяйства. Ну, видимо, на местах, да, действительно, вот наши специалисты сельского хозяйства вот, на слегах, они до конца могут, ну, не довести вот такую информацию. Вот поэтому вот вы правильно заметили, вот как раз-таки на прошлой неделе было совещание у главы Арсения Сергеевича, да, этот вопрос тоже поднимали. Вот в персональных поручениях, допустим, по Минсельхозу даны такие поручения, что мы должны в скором времени, да, должны разработать регламент взаимодействия с органами местного самоуправления по, допустим, по всем направлениям и по выдаче субсидий, грантовой поддержки и так далее. Вот поэтому, да, этот вопрос имеет место.